6 октября средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,22 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,10 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,22 до 10,05 сомони, 1 евро от 10,55 до 10,10 сомони, 1 российский рубль от 0,1665 до 0,17 сомони. Официальный курс общеевропейской валюты к таджикской валюте остается крайне нестабильным. Во вторник он снизился до 9,9860 сомони с 9,9921 сомони в понедельник. В среду вырос сразу до 10,2057 сомони, а сегодня опустился до 10,1055 сомони. Высокая волатильность курса евро к сомони наблюдается с началом последней декады минувшего месяца. Национальный банк Таджикистана почти на ежегодной основе корректирует его курс в ту или иную сторону. В целом, с 19 сентября в течение одной недели евро обесценился к местной валюте на 2,5% с 10,22-24 сомони до 9,96-44 сомони. Далее, с резкими ежедневными колебаниями в обе стороны к 5 октября он практически вернулся до уровня 19 сентября. Но сегодня опять начал двигаться в обратную сторону, потеряв за сутки почти 1%. Местные специалисты отмечают, что общеевропейской валютой в Таджикистане особо никто не пользуется, соответственно, связывать высокую волатильность ее курса со спросом и предложением на внутреннем валютном рынке не приходится. Постоянное колебание курса евро за последние полмесяца они объясняют изменениями его стоимости к российскому рублю. Отметим, что таджикская валюта фактически прикреплена к рублю из-за высокой финансово-экономической зависимости республики от России. Официальный курс рубля к сомони с начала текущего месяца снизился на 1,4% от 0,1689 до 0,1665 рубля за 1 сомони, а курс американского доллара за этот период остается неизменным – 10,22 сомони. В целом же с начала этого года евро обесценился к таджикской валюте на 21%, доллар на 9,6%, а курс рубля повысился на 11%. Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут после решения ОПЕК+, о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Цена на нефть марки Brent составила $93.44 за баррель, марки WTI составила $87.79. Стоимость золота в четверг утром остается выше $1730 за тройскую унцию. 30 сентября этого года оператор платежной системы Western Union получил лицензию на осуществление деятельности в Таджикистане, об этом сообщил Национальный банк страны. Оператору дали лицензию сроком на 5 лет. Напомним, что 24 марта 2022 года Western Union прекращала свою работу в Таджикистане из-за окончания срока действия лицензии. Согласно данным сайта НБТ, в Таджикистане работают всего 11 операторов платежных систем, из них 4 отечественных и 7 международных. Отечественные платежные системы – это Корти, Мили, Осун, Атлас Пэй, Экспресс Пэй, международные платежные системы Western Union, Visa, MasterCard, Контакт, Best, Unistream и MoneyGram. Между тем, в связи с отключением системы финансовых сообщений SWIFT России международные платежные системы перестали работать с этой страной. Что же касается российской банковской карты МИР, то с 23 сентября этого года наблюдались неполадки в банкоматах и посттерминалах Душанбе-Сити. Обслуживание российской национальной платежной системы МИР на данный момент прекращена у Душанбе-Сити. Таджикистан и Всемирный банк подписали финансовое соглашение на несколько десятков миллионов долларов. В частности, в Душанбе были подписаны соглашения о финансировании между Таджикистаном и Международной ассоциацией развития и грантовое соглашение между Республикой Таджикистан, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития. Как сообщили в пресс-центре Минфина, цель проекта – повышение устойчивости критически важных автомагистралей и укрепление потенциала управления рисками стихийных бедствий. Общая стоимость проекта составляет 47,34 миллиона долларов, из которых 30 миллионов долларов – это грант Международной ассоциации развития и 17,34 миллиона долларов – грант Единого донорского трастового фонда, программы партнерства Европейского Союза и Всемирного банка, фаза 3 для стран Европы и Центральной Азии. Реализация этого проекта начнется в 2023 году, а его завершение планируется в 2027 году. Также между Республикой Таджикистан и Международной ассоциацией
стабилизации и развития было подписано соглашение о финансировании. Целью проекта является улучшение доступа к питьевому водоснабжению и водоотведению в отдельных районах, а также усиление потенциала учреждения водоснабжения и водоотведения для улучшения предоставляемых услуг. Общая стоимость проекта составляет $45 миллионов. Проект полностью финансируется Всемирным банком за счет грантовых средств. Реализация проекта стартует в 2023 году, а его завершение планируется в 2027 году. Указанное финансовое соглашение подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзода и постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Озан Севимли. Более 2000 новых компаний с российскими собственниками открылись в Казахстане с марта по июль этого года, сообщается в справочных материалах ко второму Каспийскому экономическому форуму со ссылкой на данные Минэкономразвития Российской Федерации. Около 12 тысяч компаний с российским капиталом работают в секторах экономики Казахстана. С марта по июль 2022 года в Казахстане зарегистрировано более 2000 новых компаний с российскими собственниками, 45% из них в Алма-Ате и 35% в Астане, говорится в сообщении. Компании с российским капиталом также работают в секторах экономики Туркменистана. Более 1000 компаний с российским капиталом работают в Азербайджане. Общий объем инвестиций России в экономику Азербайджана на начало 2022 года составил $6,3 миллиарда, из них 5 миллиардов – это нефтяной сектор, сообщается в информационной справке. Также в материалах отмечается, что взаимная торговля стран Каспийского региона выросла за последние 6 лет на 66%. По итогам 7 месяцев 2022 года товарооборот России с партнерами по Каспийскому региону вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года. 6-й Каспийский форум проходит в Москве 5-6 октября. В четверг на пленарном заседании мероприятия выступит премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.